Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами как всегда ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, смотрите мое видео, за ваши прекрасные реакции в виде комментариев и лайков, а также за вашу помощь и вашу поддержку. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Радость на пороге. Посмотрим, кто и что вас порадует. Загадайте, пожалуйста, на свою радость и загадайте, пожалуйста, свой срок. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, в венце, смотрите, какой у вас шикарный ботиночек, башмачочек. В вашу сторону смотрит. Ну, не иначе, как хороший человек к вам придет, либо приедет. Да? Если бы смотрел в обратную сторону, в левую, я бы сказала, что вы куда-то поедете. Но поскольку ботинок смотрит именно к вам, вправо, значит, к вам вот кто-то приедет. Кстати, человек приедет не просто так, а с очень хорошими вестями, новостями, подарками, решениями, предложениями. Ну, здесь вы прям душу отведете. Душу отведете и порадуетесь. И состояние счастья, и эйфория. И вот праздник идет, праздник с приездом этого человека, либо с появлением этого человека. Да, может и не приедет, может просто вот в гости зайдет. Да? Как встретитесь, к вам будет идти в вашу сторону, вот встретитесь. Очень классный знак. Так, ну теперь давайте пойдем у основания. Здесь два человека друг друга палками бьют. То есть и вы кого-то, и вас кто-то. Я так понимаю, что с кем-то вы тут бодаетесь, боретесь, разбираетесь и не замечаете провокатора, который вот эту вашу потасовку организовал. Смотрите, здесь сидит человек, который наблюдает и улыбается. Наблюдает и улыбается. Смотрите, здесь идет резкая перемена. Резкая перемена. Вы прекращаете бить друг друга. Прекращаете, да, вражда у вас с кем-то прекращается, вот выяснение отношений прекращается. И вы понимаете, что вы друг другу не враги, не противники, а вы просто оба, либо обе жертвы какого-то вот, режиссера, назовем так, да, кто срежиссировал ваш конфликт. Смотрите, счастье придет, радость придет, потому что вы перестанете этот конфликт, да, дальше развивать. Конфронтация между вами закончится. Понимание того, что вы в такой же позиции, как и тот, с кем вы боролись. Плюс открытие информации о том, что же на самом деле произошло, да, кто это все сделал, зачем это было сделано, от чего вас отвлекали, да, почему так все случилось. То есть конфликт прекратится, вражда прекратится, и какая-то вот тайная информация всплывет. Ну, вас, конечно, больше порадует, что не нужно больше ни с кем драться и ни с кем конфликтовать. Ну, а вот эта тайна, она как уже таким дополнительным бонусом придет. Явно был какой-то тайный враг, который стравливал людей и какую-то свою еще и выгоду на этом имел. Все это скоро прекратится. Так, здесь у нас птица, которая лежит, не знаю, спит, что перевернулась, грубо говоря, как какое-то письмо застряло. Может быть, как контакт какой-то потерялся. Да, бывает такое. С кем-то вы общались, а потом человека не можете найти. Да, может быть, телефон где-то был записан не в телефонной книге, а, например, на бумажечке. Вам понадобилось, вы кинулись, стали искать, а нету, да, нету уже той бумажечки. Здесь речь именно идет о том, что невозможно общение и невозможна переписка с правой стороны. То есть, скорее всего, как вы не можете найти человека, либо потеряли контакт человека. Откуда придет радость? Оттуда, что эта птица оживет. То есть либо вы все-таки найдете этот контакт, либо кто-то вам сообщит этот контакт. То есть общение
будет возможным. Либо вы найдете того человека, с кем вы хотели пообщаться, да, выйдете на этого человека. Хороший на самом деле для вас знак, опять же, с вашей, с правой стороны. Так, слева дверь, которая всегда была закрыта. И у вас всегда был какой-то вопрос по поводу этой двери. Может быть, это конкретно какое-то место, куда вы все время хотели попасть и не могли туда попасть. Либо вас туда не пускали, либо действительно в любое время, когда бы вы ни пришли, там висел огромный замок и было написано «закрыто». И вы всегда думали, а что происходит, да, почему так, почему меня не пускают, почему я туда не могу попасть. Может быть, даже как искали возможность туда попасть, какой-то допуск, пропуск. Может быть, кого-то даже просили, чтобы человек поучаствовал, либо вас провел. Для вас большой радостью и большой неожиданностью станет то, что эта дверь, вот она сама собой перед вами открывается. Может быть, вам уже туда и не надо, может быть, даже и не хочется, но дверь будет открыта. И, наконец-таки, вы сможете удовлетворить свое любопытство. Во-первых, вы поймете, что там за этой дверью, а во-вторых, радость от того, что ну вот, все, доступ есть, я получила этот доступ, я могу теперь свободно туда ходить. Кстати, если вы хотели работать в каком-то определенном месте, ну вот какая-то компания, организация, фирма, и вас туда не брали, да, не то чтобы не брали, даже вам ответа никакого не давали. То есть вы там резюме писали, вы, может быть, там в этот отдел персонала приходили, и вот прям тишина и молчок. И у вас был вопрос, почему вы меня не берете, что со мной не так, то мало того, что вас туда позовут, да, и вы свободно сможете туда устроиться на работу, так вы еще ответ получите, да, почему так происходило, почему вас игнорировали. То есть как двойная радость идет, и хорошая информация поступит, ответ на ваш вопрос поступит. Так, еще здесь какой-то человек вам руки постоянно свои тянет, а руки, кстати, неприятные, они холодные, они противные, и они очень липкие. Ну, опять же, вы все разные, у кого-то отыграется, что человек постоянно этими руками у вас что-то забирал. Либо этими руками человек вас где-то останавливал, контролировал, куда-то вас не пускал. Да, вот прилип как пиявка, как крепях, и ничего не давал вам делать. Смотрите, у человека рука перебинтованная. Перебинтованная, то есть рука недееспособная, то есть уже не сможет к вам приставать и не может вас задержать, остановить, либо что-то у вас забрать. Здесь, смотрите, такая хищная птица на него нападает. И вот как раз за руки руки ему дерет, да кусает. Но по таким птицам могут быть показаны правоохранители, закон и также воля высших сил, да, когда человек получает в прямом смысле слова какую-то травму. Там. То есть для вас идет радость, что этот человек от вас отстал и в принципе никак не может на вас повлиять и не может до вас дотронуться. Вот, как передышка даже вам какая-то дается, либо возможность даже как-то отстраниться, отдалиться и вообще, в принципе, убежать от этого человека. Так, еще какой-то необычный гриб у вас растет. Как на пустом месте растет гриб, а вы так на него смотрите и думаете, а что ты такое есть? Да, гриб ли ты, либо какая-нибудь поганка, что ты, мох может быть какой-нибудь. Что с тобой делать? Вам здесь какой-то человек глаза откроет на этот гриб, расскажет такое, что у вас прям руки затрясутся и челюсть, вот знаете, так отвалится, скажете, что правда, это так круто, это что-то невероятное, очевидно невероятное. Возможно, вы этот гриб хотели срубить, выбросить, в принципе не понимали, что это. И вам вот какой-то умный человечек на глаза-то откроет, да, скажет, что это классно, это мечта, это нечто необычное, да, вот тебе очень повезло, что у тебя такой гриб идет. Но обычно в моей практике отыгрываются именно такими грибами ситуации, когда человек что-то умеет делать, либо что-то уже делает и не придает этому значения. А окажется, что это очень ценная, дорогостоящая, высокооплачиваемая работа. Ну, допустим, может быть, вы там умеете какие-нибудь там ирландские кружева плести, да, вы это научились,
Вернее, вы этому научились для себя, потому что вам это понравилось. И выяснится, что это очень актуально, модно, и люди платят просто там баснословные суммы для того, чтобы иметь вещь, выполненную именно в этой технике. Вот, вас это очень порадует, очень удивит. Ну, как прекрасная возможность заработать деньги, ну, как говорится, на ровном месте, да, на том, что вы уже знаете, умеете и чему не придавали значения. А может быть, вы обладатель какой-то странной вещи, ценность которой вы не знаете. И вот какой-нибудь там коллекционер, либо оценщик вам сообщит о том, что это невероятных денег стоит. Вы скажете, ну надо же, а я хотела выкинуть. Либо у меня это так валялось, там дети игрались. Да, и так может отыграться. Но радости будет много. Шок, радость и просто всплеск. Всплеск эмоций у вас идет. Так, в самом центре у вас тут мужчина. Мужчина очень озадаченный. Не буду говорить, что озабоченный, озадаченный. Давайте так, помягче с ним. Мужчина, у него как будто бы дополнительные руки и ноги появляются. Очень шустрый мужчина. Либо мужчина, который возьмет на себя более чем обычно, либо более чем вы от него ждете. Мужчина может быть вашим партнером, может быть вашим поклонником, может быть вашим сыном, либо каким-либо другим родственником. Здесь у мужчины просто вот он как этот жонглер, да, у него тут все крутится, вертится, он такие этюды показывает, ой, зрелищно, зрелищно, в общем, он себя ведет. Вас это очень удивит и в то же время очень порадует. И вообще вы будете счастливая, потому что этот мужчина вот себя прям проявит, покажет, так что вам все подружки будут завидовать. Завидовать, что у вас такой крутой, умненький и способный сын. Завидовать, что у вас такой вот жених, да, либо такой вот замечательный муж. Но прям зависть идет и неприкрытая, и прямо будут говорить в глаза, что ой, какая ты счастливая, ой, как же я тебе завидую. Да, вот такие моменты, когда разочарование сменяется гордостью. И вы, может быть, впервые за долгое время с обожанием будете смотреть на своего дорогого мужчинку. Да? Какой же ты у меня хороший, какая же я счастливая, что я с тобой, либо ты у меня есть. Ну, удивит так удивит. Ну, умничка, молодец, пусть так и дальше продолжает в том же духе. Да? Пусть сохранится в этом состоянии. Так, дальше. Счастье придет в каком-то трудовом достижении. Трудовое достижение. Достижение на работе, достижение в мастерстве. Но опять же, вы все разные, каждый занимается своим делом. Но это идет как сверхзадача. Это то, чего вы раньше никогда не делали, никогда не пробовали. И вот как пришлось вам взять на себя какую-то задачу, сверхзадачу, какую-то ответственность. И мало того, что у вас получится, у вас еще получится лучше, чем у других. Понимаете, когда вы сами для себя в своих же глазах растете и понимаете, что вы молодец и умничка, что вам любая задача, грубо говоря, по плечу, что вы мастер с большой буквы, что вы себя вот не только проявили, но и очень громко о себе заявили именно вот таким трудовым достижением. Здесь, знаете, как люди будут приходить посмотреть на ваш результат, посмотреть на вашу работу. Может быть, коллеги будут приходить, да, будут о вас там слухи ходить, да, легенды слагать, приходить посмотреть. Может быть, вы что-то делаете и публикуете свои работы там, в социальных сетях, да, много людей придет посмотреть на ваши результаты, на ту красоту, которую вы создаете, творите. Ну, прям фурор, и вы сами от себя просто балдеете, кайфуете. Вот какая вы умничка, какая вы молодец. Так, с левой стороны. С левой стороны вам кто-то свои плечи подставляет. И говорит, садись, я тебя подвезу, либо я тебя покатаю, либо я тебе помогу, я для тебя сделаю. Сдается мне, что это человек, от которого вы менее всего ждете, либо в принципе какой-то незнакомый новый человек в вашей жизни. И вы прям залезете, потому что деваться некуда, вы задолбались, вы устали, может быть, в принципе себя плохо чувствуете. Вы залезете, покатаетесь, и вам очень-очень понравится. Получите свое удовольствие, почувствуете себя счастливой.
от того, что есть люди в мире добрые, хорошие, отзывчивые, от того, что вам помогают, от того, что вам намного легче стало. Но здесь очень хорошая картинка. Опять же, вы от человека не ждали, не надеялись, никого ни о чем не просили, но вот такой неравнодушный, либо неравнодушная мимо не пройдет, а возьмет вас, да, и на своих плечах подвезет. Хороший очень момент. Но вы добрый человек, вы милый человек, вы всем другим помогаете, теперь и вам помогут. Здесь как закон кармы, да, закон кармы идет. Вот ничему не удивляйтесь, это нормально, это законно, так и должно быть. За добро добром высшие силы всегда заплатят. Мои хорошие, на этом все. Спасибо вам за внимание. Всем пока-пока.